5 топовых современных татарских исполнителей, которые играют вживую. Поехали. Джуна – казанский коллектив, играющий атмосферный инди. Песни группы основаны на текстах татарских поэтов. Группа Джуна появилась на базе Казанского федерального университета и начала выступать с 2016 года. Некоторые участники познакомились в хоровой капелле КФУ, что частично определило звучание команды. За время существования Джуна выступала на крупных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Омске и множестве других городов. Ребята неоднократно появлялись в теле- и радиоэфире, а также поработали с камерным хором и оркестром в рамках специального концерта в Казанском ВКЗ имени Салиха Сайдашева. Джуна активно сотрудничает с местными театральными режиссерами. Группа написала музыку к 2 репертуарным спектаклям «Кара Урман» и «Сунган Йылдызлар». В 2020 году Джуна прошла в финал международного конкурса в Дании, но из-за пандемии конкурс было решено перенести. Амаш – группа, появившаяся в мае 2019 года. Изначально их называли альметьевским синти-поп-трио, но теперь все музыканты перебрались в Казань. Парни играют современно, а из музыкальных кумиров упоминают группу Кино, Дорна, раннюю Аллу Пугачева, Foster the People и MGMT. Амаш — это вокалист Динус Ягафаров, гитарист Миша Гордеев и электронщик Айрат Нуркаев. Айрат — самый известный участник коллектива, потому что он известен под псевдонимом Мостапейс как музыкальный продюсер. Он исследует многие стили, от эмбиента до фьючер гэриджа. Раис Татарстана Рустам Миниханов даже как-то раз запостил в своих соцсетях клип казанской группы «Амаш». Друзья, от молодежи нового времени на Новый год для вас новая музыка. Как, нравится? Спросил он своих подписчиков. Гауга. Казанская рок-группа Гауга, в переводе «Шум-скандал», характеризует свое творчество и образ как «злодейство со вкусом». Исполняют авторские композиции на татарском языке. Группа Гауга появилась на казанской альтернативной сцене в 2013 году. Она первой начала исполнять блюз-рок и брит-поп на татарском языке. За эти годы коллектив сменил название, состав, выпустил несколько альбомов, а главное, ребята доказали, что музыка на татарском — это совсем не про скучную и однотипную эстраду. Усал. Главный злой татарский рэпер — Усал. За злым псевдонимом есть настоящее имя – Назим Исмагилов. Кроме музыки он занимается дизайном и каллиграфией, а на сцене выступает с живой группой. Ребята рубят достаточно агрессивный и энергичный нью-металл. Сам же Усал устраивает перформансы, вымазываясь краской и используя шоковый контент на своих концертах. Музыкальным продюсером альбома стал его коллега по проекту «Итифак» Ильяс Гафаров. Вместе со своей группой Усал – участник многочисленных всероссийских фестивалей. Ями Music Band – это супергруппа татарских музыкантов, играющая самые известные народные и авторские песни на татарском языке. В январе прошел дебютный домашний концерт для любителей живой татарской музыки и просто меломанов с участием Алины Шеребжановой, Ильгиза Шейхразиева, Раяза Фасихова и рэпера Усал. А совсем недавно ребята выступали на телеканале «Культура». Если мы кого-то забыли, пишите в комментарии.